Коми дополнительно развернут койки для больных коронавирусной инфекцией. Такое поручение Минздраву дал глава региона Владимир Уйба. Причина – рост заболеваемости коронавирусом в республике. В конце прошлой недели дополнительно 20 коек были развернуты и в Инте. По коечному фонду на сегодняшний день развернуто 2359 коек, а занято 2016. Вот этот разрыв 20%, который нам обязательно необходим между развернутыми и занятыми, вы видите, он очень быстро уменьшается. Мы сегодня имеем разрыв всего 10%, это мало. И я дал поручение Минздраву Республики Коми дополнительно разворачивать койки. Но поручение это дал, но я снова напоминаю, что это опять дополнительные средства. Любая вновь разворачиваемая койка в красной зоне – это дополнительные средства из бюджета республики. И здесь, конечно, снова я связываю это с вакцинацией. Мы на сегодняшний день вакцинировали полностью 258 560 жителей Республики Коми, за что им огромное спасибо. Вакцины у нас более чем достаточно, более 159 тысяч доз. Соответственно, снова и снова призываю вакцинироваться. Как показывает практика, вакцинировавшиеся болеют реже и переносят легче. Зачастую им даже не приходится обращаться в медицинские учреждения за помощью. Ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразится и не заболеет какой-либо вакциноуправляемой инфекцией. Но при этом вакцинация защищает от тяжелых форм и летальных исходов. Да, у нас регистрируются случаи болезни среди вакцинированных, и среди наших сотрудников, и среди других граждан. Но наша статистика и наше наблюдение позволяют с уверенностью сказать, что те привитые, которые заразились и перенесли заболевание, они перенесли его, как говорится, на ногах. То есть либо малосимптомно, либо вовсе бессимптомно. Очень легко, при всем при этом члены семьи не привитые болели рядом с вот этими привитыми, очень тяжело. Это уже факт, и это доказанный факт не только в нашем городе, а вообще эта статистика мировая это подтверждает. То есть действительно вакцинация работает, и она работает на облегчение заболевания в том случае, если человек все-таки заражается, либо работает 100% и не позволяет вообще не заразиться коронавирусной инфекцией. На данный момент в Интинской ЦГБ прививают двумя вакцинами – двухкомпонентным спутником ВИ, он же Гамковид-Вак, и однокомпонентным спутником Лайт. Первая уже достаточно хорошо зарекомендовала себя, вторую советуют переболевшим и вакцинировавшимся ранее, потому что наибольший эффект она дает именно в том случае, когда у пациента высокий титр антител. Вирус мутирует. Это ни для кого не секрет, об этом говорят с большого экрана. То есть самый первый вирус, с которого началась пандемия, он имеет такое название альфа-вирус, да, а дальше уже и бета, и гамма, уже и дельта-вирус наиболее агрессивный. Да. Но это свойство вирусов, да, они мутируют, не только этот вирус мутирует, любые вирусы имеют склонность к мутации, и после мутации их агрессия усиливается. Но вакцинный штамм, он защищает от любых мутаций вируса. То есть он вырабатывает иммунитет, вакцинный штамм, в принципе, от коронавирусной инфекции. Он подавляет размножение этого возбудителя, когда он попадает в организм человека. И неважно, альфа это штамм, или бета, или дельта, все равно вакцина защищает от ковидной инфекции. Есть перекрестный иммунитет, который как раз и защищает от различных штаммов этого вируса. Поэтому какой бы штамм ни циркулировал в нашей популяции, вакцина, она эффективна. Средняя стоимость пролеченного пациента в Республике Коми составляет от 200 тысяч рублей до 2 миллионов и выше. Но даже эти вложения не всегда помогают в спасении заболевшего. Это я не говорю о том, сколько мы все-таки, к сожалению, людей теряем. Поэтому цена такого отношения к тому, что я не вакцинируюсь, заболевание, тяжелое течение, но и, не дай бог, совсем негативный конец. Поэтому, уважаемые жители республики, надо вакцинироваться. Глава Коми вновь призвал жителей прийти к решению сделать прививку. Запас вакцины в республике большой, более 159 тысяч доз. В Инте привиться можно только в поликлинике номер 1, в том числе и в выходные дни с 11 до 14 часов без предварительной записи.